Құрметті әріптестер, қазір бәріміз күрделі ахуалды бастан өткеріп жатырмыз. Осы орайда билік органдарына зор жауапкершілік жүктеледі. Мұны естен шығармамыз керек. Бұл міндетті баршамыз абыроймен атқаруымыз қажет. Үкімет, ұлттық банк және басқа да органдардың қолға алған жұмыстары туралы мәлімет алдық. Енді елдегі тұрақтылықты сақтауға арналған басқа да шараларға тоқталайын. Бірінші, коронавирустың таралуына қарсы жұмыстарды күшейту. Өздеріңіз білесіздер, жаһандық індет шығып барады. Бүкіл әлем бойынша бұл дертке 300 мыңнан астам адам шалдықты. Вирустың таралу жылдамдығы бәсеңдемей отыр. Әлем елдері індетпен барынша күресуде. Менің тапсырмам бойынша елімізде төтенше жағдай жарияланды. Елордамыз мен Алматыда карантин режимі енгізілді. Мұны дер кезінде қолға алынған шаралар деп есептеймін. На текущий момент наибольшее количество новых случаев заболевания в мире регистрируется в странах, где жесткие карантинные меры ввели поздно. Чтобы предотвратить лавинообразное распространение инфекции, необходимо ужесточить изоляционные меры. С учетом постоянно поступающей информации, негативного и позитивного опыта других стран, следует продолжать готовить нашу медицинскую систему к любому варианту развития ситуации. Успокаиваться и говорить, что мы сделали все возможное, конечно же, нельзя. По столице и Алма-Ате важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения в города пешком. В ближайшее время нужно определиться с необходимостью закрытия других крупных населенных пунктов. Назрела необходимость ввести наказание за нарушение требований, предъявляемых к лицам, помещенным под карантин. Для обеспечения безопасности граждан моим указом ограничена деятельность объектов массового скопления людей. Запрещено проведение различных мероприятий. Однако, как я уже сказал, запреты нередко нарушаются. С 16 марта текущего года имело место 18 фактов нарушения режима чрезвычайного положения, в том числе в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кустанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Виновные лица привлекались к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. Пора переходить к более строгим санкциям, а также широко освещать данные факты в средствах массовой информации в профилактических целях. Опыт показывает, что наибольшую нагрузку на медицинскую систему и летальность оказывают лица из так называемой группы риска. Это люди старше 55 лет, имеющие общие проблемы со здоровьем, и лица с хроническими заболеваниями. Следует максимально ограничить их выход на работу и обеспечить режим домашней изоляции. Пришла пора временно закрыть все центры обслуживания населения, обеспечить при этом возможность получать услуги в режиме онлайн. Должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Никаких экономий и оптимизации здесь, конечно, не должно быть. Государственная комиссия также обязана определить порядок привлечения вооруженных сил к дезинфекции улиц в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде и других крупных городах. Акиматы располагают коммунальной техникой, которую также необходимо перепрофилировать на дезинфекцию. Приоритет следует отдавать дезинфекции рынков и прилегающих территорий. К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны. Должен быть обеспечен карантин для всех лиц, прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран Евразийского Союза. Важно усилить контроль за прибывающими чартерными рейсами. Нужно разработать и довести до всех граждан и бизнеса порядок действий на период чрезвычайного положения и карантина. Следует предельно ясно разъяснить людям новый режим работы медучреждений. Когда вызывать врачей, как будет вестись работа по другим заболеваниям, кто должен пройти тест на коронавирус и за чей счет, и кто подлежит изоляции, как будет осуществляться снабжение изолированных. Ответы на эти вопросы пока остаются неизвестными по абсолютному большинству казахстанцев. Прошу обратить
на это внимание. Нужно сформировать один документ, памятку, доступную для понимания любого человека, и довести ее положение до каждого через социальные сети. Минздрава нужно на постоянной основе отслеживать готовность наших медучреждений и персонала. Следует изучить обеспеченность лекарственными средствами в зависимости от различных сценариев развития пандемии, в том числе самых пессимистических. В условиях ограничений следует, чтобы граждане не чувствовали изоляции от государства, то есть они не должны чувствовать себя отверженными людьми. Вся молодежь сейчас находится по домам. Министерством образования, культуры и спорта нужно продумать дистанционную организацию их созидательной активности, проводить онлайн-соревнования, лекции и другие обучающие мероприятия. Очень важно. Нужно также обратить внимание на организацию системного дистанционного образования, курсов переподготовки. Второе. Обеспечение общественной безопасности в период чрезвычайного положения. Нельзя допустить роста правонарушений. Прежде всего, фактов воровства, грабежей, мародерства, неподчинения законным требованиям властей. В текущей ситуации могут активизироваться криминальные элементы. В связи с этим следует усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением. Надо мобилизовать весь состав полиции, перераспределив при необходимости силы других направлений. Возможно, привлечь волонтеров, но это предмет отдельного рассмотрения. Прошу также внести предложение по привлечению для этой работы армии, Национальной гвардии. Генеральной прокуратуре, Верховному суду следует срочно разработать алгоритм по обеспечению законности правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного положения. В связи с введением карантина мы призвали население находиться дома. Удаленная работа побуждает людей более активно пользоваться мобильными технологиями. В связи с этим поручаю на период действия режима чрезвычайного положения расширить доступ к мобильной связи и интернету, особенно к образовательным ресурсам, социальным сетям и мессенджерам. На период ЧП, даже в случае возникновения задолженности, предоставление услуг связи должно быть продолжено. Доступ на все казахстанские интернет-ресурсы должен быть бесплатным. Ранее я уже давал поручение по снижению на период карантина оплаты коммунальных услуг населением. В Алмате оперативно отреагировали и приняли соответствующие решения. Теперь Государственная комиссия должна выработать системные общереспубликанские меры. В целом, коллеги, казахстанский народ ждет эти меры от нас. Поручаю сегодня ознакомить граждан с моими поручениями и немедленно приступить к их реализации. Мы являемся свидетелями так называемого идеального шторма. Пандемия, схватка нефтяных супердержав и рекордное падение фондовых индексов накладываются на накопленные за последние годы дисбалансы глобальной экономической системы. В таких условиях мы должны дать адекватный экономический ответ, опереться на здоровое, конкурентоспособное предпринимательство, помочь ему выстоять и стать сильнее. Важно оперативно выявить наиболее пострадавшие от введения чрезвычайного положения и снижения спроса со стороны населения сектора экономики и реализовать комплекс мер по их поддержке. Одним из действенных механизмов поддержки этих секторов станет приостановление выплат сумм основного долга и вознаграждения по всем кредитам малого и среднего бизнеса, пострадавшего от складывающейся негативной ситуации. Поручаю разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен. Считаю необходимым предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей сроком на 3 месяца без начисления штрафов и пений. Следует рассмотреть необходимость временного снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнуления таможенных пошлин по критически важному импорту и так далее. На эту работу должно уйти не более 1 недели. Принципиально важно сохранять занятость. В рамках формируемых правительством индивидуальных антикризисных планов работы с крупными предприятиями требуется предусмотреть меры
по сохранению рабочих мест и стабильной оплаты труда. Задействовать эти меры будем по мере развития ситуации. Поручаю правительству, местным исполнительным органам, субъектам квазигосударственного сектора приостановить с 20 марта текущего года сроком на 3 месяца начисление арендных платежей по принадлежащим им объектам недвижимости для субъектов малого и среднего бизнеса. Местным исполнительным органам совместно следует проработать возможность освобождения от арендной платы объектов коммерческой недвижимости. Все инструменты у акимов имеются. Как показывает опыт прошлых лет, во время нестабильной экономической ситуации необходимо не допустить кризиса неплатежей. Министерство финансов обязано усилить контроль за выполнением госорганами договорных обязательств в рамках осуществления госзакупок. Все выплаты по фактически оказанным услугам и работам должны быть осуществлены в течение 5 дней. Затягивание, требование дополнительных бумаг должно быть полностью исключено. Госорганы, квазигосударственные компании не должны взимать штрафные санкции и включать поставщика в реестр неблагонадежных поставщиков, если неисполнение договора связано с текущими негативными явлениями в экономике. Требуется в кратчайшие сроки сформировать реестр отечественных товаропроизводителей и ввести специальный режим государственных закупок, предусмотрев отмену необходимости внесения обеспечительного взноса или банковской гарантии. Соответствующий указ я подписал, жду конкретных действий от правительства. В рамках региональных штабов следует ввести постоянный мониторинг местных крупных производителей. В рамках этого мониторинга проводить индивидуальную работу по их поддержке, в том числе через выделение оборотных средств под льготную процентную ставку, предоставление мест на полках супермаркетов и другие меры. Я поручил увеличить финансирование программы «Экономика простых вещей» до 1 триллиона тенге. Это значительные средства, предоставляемые по доступной ставке в 6% годовых. Их можно использовать преимущественно для инвестиционных целей. В дополнение к этому, мною принято решение о предоставлении еще 600 миллиардов тенге на кредитование оборотных средств малого и среднего бизнеса под 8% годовых. Еще одним инструментом поддержания деловой активности и занятости выступит специальная программа «Дорожная карта занятости». Данный инструмент хорошо проявил себя во время предыдущих кризисов. Я уже поручил обеспечить ее финансирование на уровне не менее 300 миллиардов тенге. На основе поступающих заявок от регионов мы имеем резервы увеличить ее до 1 триллиона тенге. Это создаст 250 тысяч рабочих мест и поможет реализовать нам не только объекты местного значения, но и ряд республиканских, в том числе строительство водохранилищ, дамб и прочих сооружений. Национальный банк должен помочь правительству в финансировании данной инициативы. Далее, в настоящий момент крайне важно добиться стабилизации обменного курса тенге. С этой целью я поручаю Национальному банку, правительству, руководству квазигосударственных компаний обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны. Также с учетом имеющихся обязательств поручаю составить план-график поэтапного возврата валютных депозитов квазикомпаний в финансовую систему Казахстана. Считаю, что нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 100% от чистого дохода. Всему госаппарату предстоит быстро перестроиться, отойти от шаблонной работы. Управление государством в настолько непростой ситуации должно быть кардинально изменено. Нужно брать на себя ответственность, принимать сильные, смелые, эффективные решения. Сейчас мы проверим, кто на что способен. Со своей стороны, я подписал ряд антикризисных указов, предоставляющих системе государственного управления право принимать оперативные решения для борьбы с последствиями кризиса. Таким образом, у госорганов имеются все возможности для разрешения любых возникающих вопросов в бюджетном процессе, ценовом регулировании,
госзакупках, предоставлении льгот и так далее. Я хочу донести до каждого члена правительства: Акима, пришло время работать в совершенно новом режиме. Те, кто не понимает остроты текущего момента и попытаются действовать по старинке, с подстраховкой, как бы чего ни вышло, должны освободить свои места. Иначе нам не победить в этой схватке. Важно обеспечить координацию деятельности государственных органов, в том числе при освещении деятельности и работы Государственной комиссии. Поручаю премьер-министру данную ситуацию взять на контроль. Этот кризис послужит встряской для госаппарата и отечественного бизнеса. Его уроки должны быть учтены. А значит, помимо оперативных мер, нам предстоит разработать и принять системные подходы с расчетом на жизнь после стабилизации ситуации. По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое место, свое достойное место, я бы сказал. Я хочу подчеркнуть, что несмотря на всю сложность складывающейся ситуации, она далека от катастрофы. Все возможности, резервы у нас имеются. Никакой паники не должно быть. Главное, мы вовремя начали готовиться к самому неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать. Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 триллионов тенге или 10 миллиардов долларов. Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения выйдем победителями в борьбе с кризисом. Понадобится, выделим еще средства из Национального фонда. Главная победа. Құрметті әріптестер, осындай жағдайда барлық мемлекеттік органдар жұмыла жұмыс жүргізуі керек. Бұл береке бірлігіміз сыналатын уақыт. Әрбір дағдарыстың екі жағы бар. Біріншіден, бұл әлбетте қауіп. Бірақ екіншіден, бұл мүмкіншілік. Індет, дағдарыс дегеніміз бұл уақытша өтпелі нәрсе. Біздің алдымызда тұрған мақсат мүмкіндікті барынша пайдалану. Осы дағдарыстан аман есен шығып, одан да мықты болуымыз керек. Біз әрқайсымыз өз міндетімізді жауапкершілікпен орындасақ, бұл қиындықтан тезірек шығамыз деп кәміл сенемін. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.